Об исполнении бюджетного плана, доходах и расходах доложил президенту Аслану Бжане глава Гагрского района Юрий Хагуш. В своем докладе он подчеркнул, что возглавляемый им район перестал быть дотационным и показал профицит бюджета. Такие показатели, по его словам, результат деятельности налоговой инспекции и выросшие собственные доходы администрации района. План налоговых и неналоговых доходов бюджета Гагрского района на начало года составлял 350 миллионов рублей. На сегодняшний день фактические поступления в местный бюджет уже составили 508 миллионов. Помимо налоговых поступлений в бюджет, также есть и значительное увеличение собственных доходов администрации, благодаря пересмотру арендных платежей муниципальной собственности, а также возвращению задолженностей по приватизированным объектам прошлых лет, отметил Юрий Хагуш. За 10 месяцев 2021 года удалось увеличить расходную часть бюджета на 160 миллионов рублей. Эти средства распределены по всем направлениям, в первую очередь на здравоохранение. В 2021 году за счет средств местного бюджета и Министерства финансов была увеличена заработная плата работников здравоохранения до 20%. Средняя заработная плата составляет 19 тысяч рублей, 19 100 рублей. Так, в текущем году были приобретены реанимобили и карета скорой помощи на сумму 8 миллионов 700 тысяч рублей. Произведен ремонт отделения лаборатории на сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей. Установлена система централизованной подачи кислорода на сумму 2 миллиона 100 тысяч рублей. На совещании были подняты важные и актуальные вопросы, которые требуют решения в первую очередь. К примеру, платежная дисциплина жителей района крайне низкая. Президент выразил недовольство по этому вопросу. Аслан Бжане потребовал от глав сельских администраций и руководителей филиалов Черноморэнерго увеличить сборы за потребленную электроэнергию. Я такие поездки буду осуществлять. К вам приеду в конце января, и здесь должны быть цифры. Это означает, что не дорабатывают местные органы управления и энергетики. И собираемости такой быть не должно. Это означает только одно – безответственное отношение руководителей. Это как не означает, что у людей нет денег. На встрече не обошли вниманием и эпидемиологическую обстановку в Гагре. По словам главного врача Центральной районной больницы Индира Арсалия, эпидситуация пока еще остается тяжелой. Главврач рассказала о работе медучреждений и планах по борьбе с коронавирусной инфекцией. Главным учреждением является Гагрская центральная районная больница, в Пицунде больница, поликлиника в Цандрипше, 4 СВА, 2 из них функционируют. 8 ФАПов, 3 станции скорой медицинской помощи. На базе Гагрской центральной районной больницы функционирует стационар на 220 коек, поликлиника и станция скорой медицинской помощи. На сегодняшний день ковид-положительных пациентов у нас в районе 305, активных пациентов 305. За весь период обследовано 15 315 человек, из них положительных по району выявлено 5226 человек. Не радует ситуация на дорогах. В последнее время участились случаи ДТП в районе. Начальник РОВД по Гагрскому району Денис Айба привел статистику и рассказал о криминогенной обстановке. В общей сложности Аслан Бжане остался доволен проделанной работой в Гагрском районе. Президент дал соответствующие поручения и рекомендации. Сима Аргуна, Алика Трап, Шарина Агухава, Саида Гухава, Абхазское телевидение.